6 июня 2021-го, со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина, исполнилось 222 года. В Абхазии эту дату ежегодно отмечают в школах, в вузах и возлагают цветы к памятнику Пушкину в Сухуми. После возложения цветов слово взял чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин. Дипломат отметил, что в нашей республике особое внимание уделяют сохранению и приумножению русского языка и литературы. При этом, подчеркнул посол, обращаясь к школьникам, в первую очередь необходимо учить родной абхазский язык. Хочу искренне поблагодарить вас от лица Российской Федерации, от лица президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, что вы уделяете важное значение сохранению и приумножению русского языка, но при этом важно, что не стоит и обязательно нужно помнить и учить хорошо свой родной язык, абхазский, за что скажу вам дары и табуб всем здесь присутствующим. Напомню, что русский язык изначально был языком великой многонациональной страны под названием Советский Союз. Сегодня он остается языком межнационального общения России с ее союзниками, стратегическими партнерами, в число которых одно из первых мест занимает Республика Абхазия. Посол напомнил, что изначально день рождения Александра Пушкина в России отмечали как День пушкинской поэзии. Но в 1998 году дату переименовали в День Пушкинской России и одновременно День русского языка. Я считаю, что это было знаковое решение российского руководства, и с тех пор он празднуется не только как день рождения Пушкина, но и как День русского языка. Поэтому еще раз вам огромное спасибо. Но я, к сожалению, не могу полагаться в силу объективных причин на свою прекрасную память. Но хотел бы вам прочитать пару малоизвестных восьмистишей из Александра Сергеевича. Восьмистишие было написано более чем 200 лет тому назад, но в какой-то степени оно перекликается с нынешними непростыми событиями в современном мире. «Была та смутная пора, когда Россия молодая, в борениях силы напрягая, мужала с гением Петра. Суровый был в науке славы ей дан учитель. Ни один урок нежданный и кровавый задал ей шведский паладин. Но в искушениях долгой кары, перетерпев судьбы удары, окрепла Русь. Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат». Поэт Владимир Зонтарий отмечает, день рождения Александра Пушкина – национальный праздник. Множество абхазских поэтов переводили произведения Пушкина. Апсо поэзия, апсо литература, Пушкин хпен банле нулахет. Эйтейгахет Баграт Шинакуба, Чичиква Джануа, Владимир Ацнария, Мощный Лашрия, Евгений Онегин, Апсшахейтагана, Адунеях Ирцахет. И бус Ярапушкин Ирчара, апсо литература, Яухтакуши Аллахет. Убрекант, инакзалаги Пушкин Дудза, Аурус гений, Аурус Доха гений, Аурус Пстазара энциклопедия Зюз, Евгений Онегин, Ари, Адуней зигит Шатуевш, Харах Дохат Пстазара Дузалым Хуа, Абас дала голову Пшешуксала. Представители посольства России в Абхазии подарили директору второй Сухумской школы имени Александра Сергеевича коллекцию произведений Пушкина, отметив, что школа достойно несет имя поэта. И хочу подарить вам и для вас лично, и для пользования учеников книги, посвященные творчеству Александра Сергеевича. Спасибо. Спасибо. Еще раз вас с праздником. Вчера был не только Пушкинский день, но и День русского языка. И наша школа традиционно отмечает этот день. Пандемия нам тоже как-то не помеха, но на следующий год нам в 2022 году исполняется 80 лет со дня присвоения школе имени Пушкина. Поэтому у нас более обширные мероприятия. Мы приглашаем на будущий год вас. Спасибо. Все, Спасибо и всех большое. Присутствующих. Далее во второй средней школе состоялось театрализованное представление. Ученики сыграли постановки по произведениям великого русского поэта. Моцарт и Сальери, «У лукоморья дуб зеленый», сказка о мертвой царевне и 7 богатырях, а также о попе и работнике его Балде. Анастасия Никонова, Торник, Амичба, Абазатовая.